Важнейший документ, определяющий развитие как самых крупных городов, так и всей республики в целом. В рамках ВЭФ 2023 особое внимание уделили рассмотрению мастер-планов дальневосточных городов. Среди них Нерюнгри и Якутск. Основные вопросы, которые ставили перед разработчиками мастер-плана жители Нерюнгри – это медицина и жилье. Мастер-план отвечает на эти вопросы, предусматривает реконструкцию центральной районной больницы, комплексную застройку, строительство парка культуры. Безусловно, мне обделили вниманием и столицу региона. Мастер-план Якутска гостям участников ВЭФ представил мэр города Евгений Григорьев. Здесь ключевые направления – это ликвидация аварийного жилья, развитие туризма, создание территории опережающего развития и Ленский мост. Все для комфортной жизни горожан и привлечения новых инвестиций. Ключевая тема нашего разговора и развития города, она в реализации мастер-плана. Мастер-плана к 2030 году. Сегодня, собственно говоря, говорили о нем. Ключевые проекты обозначены, которые отразятся на жизни всех жителей города Якутска, республики и всего северо-востока нашей страны. Что касается инвестполитики, ее сегодня также ставили во главе угла. Айсан Николаев, представляя возможности региона, отметил рост валового регионального продукта, развитие промышленного производства, увеличение продолжительности жизни. Эти и другие факторы свидетельствуют о том, что Якутия становится одной из прочных экономических опор России. Объем валового регионального продукта у нас за последние 5 лет вырос и превысил уже 2 триллиона рублей с 900 миллиардов в 2018 году. Совокупный размер инвестиций за 5-летие составил 2 триллиона рублей. Это максимум среди всех дальневосточных регионов, а по росту промышленного производства мы поднялись с 56-го на 6-е место в России за эти годы. Одна из важных составляющих инвестклимата – креативный сектор экономики. И здесь Якутия – лидер среди всех регионов России. Это отметил и глава государства в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ. Практику республики по поддержке подобных индустрий распространят на всю страну. В мае прошла выставка «Развитие креативной экономики в России». Тогда состоялась предметная дискуссия, прозвучали интересные предложения от молодых предпринимателей, в том числе из дальневосточных регионов. Так, в Якутии, благодаря усилиям региональных властей и инициативе самих бизнесменов, сложилась одна из лучших практик по развитию творческих индустрий. Например, программирование, архитектура, промышленный дизайн и так далее. Этот опыт ляжет в основу подготовки регионального стандарта развития творческих индустрий, который затем будет распространен на все субъекты федерации. Климат всегда диктовал и продолжает диктовать условия жизни во Владивостоке. Не случайно именно здесь, в столице Дальнего Востока, на полях ВЭФ 2023 обсуждают именно климат. Но не в связке с природой, а в связке скорее с экономикой и инвестициями. Ведь именно положительный инвестиционный климат влияет на привлекательность региона для инвесторов. И, судя по последним данным, Якутия в этом деле более чем успешна. Республика расположена на 10-м месте среди всех регионов России по данному показателю. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Владивосток.